Добрый день, уважаемые абитуриенты! Вас приветствует Жукова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Форма вступительного испытания по русской литературе дистанционная. Вид экзамена – тестирование. Количество вопросов в тесте 25. Время, отведенное на вступительные экзамены, количество попыток ограничены. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. То есть на выполнение каждого тестового задания может понадобиться в среднем чуть более 2 минут. Для абитуриентов, имеющих ограниченные возможности здоровья, продолжительность вступительного экзамена может быть увеличена на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Предусмотрена только одна попытка для решения вступительного теста. Максимальное количество баллов 40. Минимальное количество баллов 40, максимальное количество баллов 100. Тесты для вступительного испытания составлена в соответствии с утвержденной программой вступительных испытаний, которая представлена на сайте университета и во многом ориентирована на содержание школьного предмета литература. Согласно ей, в структуре тестовых заданий выделяется 5 тематических блоков. Литература как искусство слова, теория литературы, русская литература первой половины XIX века, русская литература второй половины XIX века, русская литература первой половины XX столетия, русская литература второй половины XX, начала XXI века. Дистанционная форма вступительного испытания предусматривает следующие шаги. Пошаговую инструкцию вы видите на слайде. Первый вход через логин и пароль, отправленные на электронную почту. Если вы их не получили, то смотрите в папке «Спам». Последующие посещения сайта возможны под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед вступительным экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветную фотографию, где видно лицо абитуриента, то есть ваше лицо, главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, именем, отчеством. Это требование распространяется на каждый вступительный экзамен. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено 60 минут и предоставляется только одна попытка, чтобы сдать вступительный тест. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. Отсчет времени начинается после входа в систему, то есть как только вы откроете страницу с тестом. Пересдачи не предусмотрены. Самое позднее время входа за 1,5 часа до окончания времени, отведенного на вступительное испытание, согласно утвержденному расписанию, то есть не позднее 15 часов 30 минут уфимского времени. Где найти расписание вступительного испытания? Заходим на сайт приемной комиссии, выбираем окно «Бакалавриат и специалитет», желтая стрелочка слева. В разделе «Документация» размещено утвержденное расписание, желтая стрелочка справа. Расписание вступительных испытаний по русской литературе представлено на слайде. Вступительный экзамен в форме дистанционного тестирования можно сдать 25 июля, а также в резервные дополнительные сроки с 10 до 17 часов уфимского времени. Как готовиться к вступительному испытанию? Зайдите на тот же сайт приемной комиссии, выберите уже упомянутое нами окно «Бакалавриат и специалитет». В разделе «Документация» выложена программа вступительных испытаний. Выбирайте программу вступительного испытания по русской литературе. Программа выглядит таким образом. Вы видите основные блоки, и вы видите перечень авторов, но и литературные произведения здесь не поименованы, однако вы должны помнить, что это все произведения, предусмотренные стандартом основного общего и среднего общего образования. На следующем слайде представлены примеры тестовых заданий по теории литературы. Предлагаю их разобрать. Итак,
Первое задание. Каким термином обозначается жанр лирики, зародившийся еще в античной литературе и особенно популярный в эпоху классицизма, представляющий собой стихотворение религиозно-философского содержания, посвященное изображению исторических событий или лиц, о которых автор говорит подчеркнуто торжественно, высокопарно, с патетическим воодушевлением. Из 4 предложенных жанров нужно выбрать тот, который дан под литерой Г. Это ода. Что касается послания, то лексический строй, грамматический строй данного лирического произведения, содержание, пафос серьезным образом отличается от оды. Что касается сонета, то у него специфическая форма. Он состоит из 14 стихов, которые разбиваются на 2 катрена, 2 терцета или 3 катрена и 1 двустишие. И, как правило, посвящаются сонеты очень таким серьезным философским вопросам, размышлениям о них. И, конечно, эпиграмма. Она тоже принципиально отличается от оды тем, что в ней дается установка на осмеяние пороков чьих-либо несовершенств, чьих-либо промахов, например. Какой термин используется для обозначения описания места действия, картин природы, сельского или городского ландшафта в литературном произведении? Разумеется, нужно выбрать термин «пейзаж». Не термин декорация, не хронотоп, не деталь, мельчайшая описательная подробность, а именно пейзаж. Укажите ряд наименований только лироэпических жанров. Под пунктом А поименованы эпические жанры, под пунктом Б приводятся драматургические жанры, под пунктом Г указаны жанры лирики, и только пункт В включает лироэпические жанры, то есть такие тексты, в которых мы обнаружим признаки лирики и эпоса. Каким структурным элементом в басне Крылова «Ворона и лисица» являются приведенные ниже стихотворные строки? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Это не пословица, не поговорка, не присказка, это мораль. Вы помните, что в структуре басни легко вычленяются 2 части, повествовательная и назидательная. Последняя как раз и называется моралью. Укажите стихотворный размер, который использует Федор Иванович Тютчев в стихотворении «Весенняя гроза». Вы все прекрасно знаете это стихотворение, легко можете процитировать первую строфу. Правильный вариант ответа – ямб. Это стихотворный размер, в котором стопа состоит из 2 слогов, и второй слог является ударным. «Люблю грозу в начале мая». Да? Я намеренно утрирую ударный гласный для того, чтобы вы услышали этот ритм. История русской литературы 19-20 столетия. Что проверяется в рамках этого раздела? Проверяется знание эстетических принципов ведущих художественных направлений, в рамках которых создавали свои произведения писатели. Проверяется знание биографии писателей, проверяется знание истории создания и произведений и оценка их критиками, проверяется умение анализировать художественный текст и проверяется знание содержания художественных произведений. Вот примерные задания, которые об этом как раз и свидетельствуют. Итак, первое задание. Укажите название литературного направления, по канонам которого Жуковский написал балладу «Светлана». Если вы помните о том, что Жуковский является родоначальником романтизма в русской литературе, то легко
определите правильный вариант ответа. Это романтизм. Укажите название произведения, которое Белинский назвал энциклопедией русской жизни. Безусловно, каждый из названных художественных текстов может претендовать на то, чтобы называться энциклопедией русской жизни. Но «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Обломов» Гончарова, «Война и мир» Льва Николаевича Толстого были написаны и опубликованы уже после смерти выдающегося критика. Поэтому правильным вариантом будет только один вариант – Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина. Укажите тип литературного героя, к которому традиционно относят образ Печорина. Печорин – это человек, который имеет незаурядные способности, он прекрасно образован, но беда его заключается в том, что он не знает, на каком поприще и каким образом реализовать свои способности. А это типичная черта лишнего человека. Маленькие люди представлены в русской литературе образами, например, Самсона Вырина, Александра Сергеевича Пушкина или Акакия Акакича из Башмачкина из гоголевской шинели. Босейков мы найдем в произведениях Максима Горького. Самым, пожалуй, известным нигилистом в русской литературе является Аркадий Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети». Как назывался пароход, на котором главный герой рассказа, господин из Сан-Франциско Ивана Бунина, отправился в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью единственно ради развлечения? Это Атлантида. Правильный вариант ответа дается под пунктом В. Это не Титаник, не Британия, реально существовавшие суда, не Паллада, фрегат, на котором Гончаров совершил путешествие, которое описал в публицистической книге «Фрегат Паллада», а именно Атлантида. Кто из русских писателей 20-го столетия оказался в вынужденной эмиграции после победы Октябрьской социалистической революции 1917 года, так как не смог принять идей новой власти? Александр Блок, Максим Горький, Борис Пастернак или Иван Бунин. Но у этих писателей очень неоднозначным было отношение к историческим событиям начала 20-го столетия. Но, тем не менее, Иван Бунин оставался твердым в оценке этого феномена, этого исторического факта. Он уехал из России и более на родину не вернулся. Александр Блок, Максим Горький, Борис Пастернак не были в вынужденной эмиграции. По каким источникам можно готовиться к вступительному экзамену по литературе? Вы видите пособия, которые для этих целей очень подошли бы, но кроме них целесообразно обратиться к школьным учебникам по литературе для 5-11 классов, а также к электронному ресурсу «Российская электронная школа». Ссылку вы видите на экране. Необходимо выбрать предмет литература. Вы видите, он отмечен красной галочкой на скриншоте справа. Обращаю ваше внимание, что не литературное чтение должно быть выбрано, а именно литература, поскольку предмет литературное чтение относится к предметам начальной школы. На данном слайде вы видите сведения о том, где и как вы можете задать интересующие вас вопросы. Вопросы вы можете задать исключительно в день консультации, в день проведения вступительного испытания, вопросы касательно содержания вступительного испытания, содержания теста, процедуры проведения тестирования
не принимаются, не освещаются. Технические вопросы мы просим адресовать техническим специалистам приемной комиссии. Спасибо за внимание. Мы надеемся, что данная информация будет полезной для вас. И, конечно же, будем рады увидеть вас в числе наших студентов. Успехов! Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.